все хуже и хуже. Патрульные довезли его за считанные минуты и на руках занесли в медучреждение, где водителю оказали помощь медики. И сейчас его жизни уже ничто не угрожает. И к этому часу у меня все. Самое интересное уже в следующих выпусках экстренного вызова. Увидимся. Здравствуйте! Это новости в прямом эфире в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня в выпуске. Итоги года. Какая работа проделана по линии Минтранса в 2021 и каковы планы на год будущий? Одаренный ребенок. В Якутии продолжается деятельность по внедрению программы междисциплинарного обучения. Какая организована работа? Двойная радость. В селе Улаханан открыли новый микрорайон и новый детсад. Репортаж из Хангаласского района. Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики с Алексеем Чекунковым. Во время встречи были обсуждены вопросы развития и модернизации социальной инфраструктуры республики в рамках реализации единой дальневосточной субсидии, а также старт программы подготовки управленческой команды для Дальнего Востока и Арктики под названием «Муравьев-Амурский-2030». Итоги работы за 2021 год подвели в Министерстве транспорта республики. Так, в Якутии построили более 500 километров дорог за год, из них 280 по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Рекордное количество полотна обновили и в столице, это 48 километров. Обновляют и транспорт. В регион поступили 100 новых автобусов, 2 самолета «Бомбардье». Ну а на следующий год планы не менее грандиозные.